Всероссийская акция «Учить, вдохновлять, развивать» проходит в год педагога и наставника, объявленного президентом России. Три эти слова прекрасно описывают педагогическую и наставническую деятельность, которую каждый день проводят учителя. Они действительно вдохновляют своим примером, развивают творческие, научные способности и учат быть настоящими патриотами своей страны. Заира Гадаборшева – еще один представитель благородной профессии. Она уверена, что у каждого учителя есть своя методика преподавания. К примеру, ей начать день и постепенно погрузить детей в образовательный процесс помогает календарная минутка. Давайте вспомним, какое сегодня число. Кто мне скажет? Пожалуйста. 15 мая. Хорошо. А день недели, ребята? Пожалуйста. Учителем начальных классов наша героиня работает больше 13 лет. В школу номер 1 города Назрани пришла сразу после окончания профильного вуза. Выбор профессии далеко не случайность, а зов сердца. С детства Заиру Гадаборшеву интересовала работа учителя. Закрепить желание помогла любовь к детям и первый наставник в школьной жизни. В ней я увидела самого доброго человека, полюбила ее всей душой. Она тоже пришла когда я училась в первом классе, она тоже пришла работать в нашу школу первый год, и мы у нее оказались первыми. Она была спокойной, тихой, все доступно так объясняла, что весь класс, я в том числе, полюбили ее. Я стараюсь тоже подражать и делаю то же, что и она делала, вспоминаю ее уроки, извлекаю какой-то урок для себя. Каждый ребенок уникален. С начальными классами всегда сложнее работать. Именно в этом возрасте формируется характер и мировоззрение. Задача современного педагога и наставника – применить гибкое мышление и инновационные технологии. Заира Гадаборшева – преподаватель, психолог и друг в одном лице. Для того, чтобы привлечь внимание детей, я использую разные игры с мячом, игры с помощью интерактивной доски, показываю там разнообразные задания для детей, чтобы они не отвлекались. Конечно, это огромная ответственность. Первый учитель закладывает фундамент в образование, в знание ребенка. Конечно, это огромная ответственность. И я стараюсь по максимуму выполнять свои обязанности. Самую важную миссию Заира Гадаборшева выполнила. Дети ее полюбили и готовы поделиться своим мнением относительно родного учителя. Добрая, красивая, хорошая. И меня всегда любила. Она всегда хорошо нам преподавала. Я учила уроки, потому что не хочу, чтобы она расстраивалась. Я хожу на уроки с удовольствием. Мне очень нравится, как она ведет уроки. Она очень хорошо все объясняет. Когда я что-то не понимаю, она нам все сразу объясняет, поэтому нам все легко учить и все понятно. Коллеги в первую очередь ценят в Заире Гадаборшевой профессионализм, сосредоточенность и уникальную способность раскрыть в детях потенциал. Заира Хаматхановна уже давно работает вместе в одном коллективе, даже, можно сказать, в одном кабинете работаем. Ее дети все любят, можно сказать, и родители все очень уважают ее. В коллективе Заиру Хаматхановну уважают все коллеги. Именно про Заиру Хаматхановну я могу сказать, что это учитель от Бога. Ласковая, дружелюбная, умная, грамотная, начитанная. Каждому ребенку она всегда найдет подход. И не было такого, чтобы вот с детьми, которые только пришли в школу, у нас были слезы. Не было проблем с тем, что она не понимала какого-то ребенка. База знаний, которую она вкладывает в каждого ребенка, это тоже, конечно, очень много значит. Учитель в жизни каждого человека играет особую роль. Именно от него зависит образовательное будущее. Год педагога и наставника – еще одна возможность сказать спасибо представителям этой профессии. Лина Сычуева, Асхаб Белакиев, Новости 24.